Быстрое руководство по эксплуатации прибора для поиска воды, введение в систему и подключение к сети. Длительно нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор. На экране отображаются системные настройки, USB-соединение, настройки прибора, просмотр файлов, создание нового измерения. При первом использовании этого прибора рекомендуется в среде с доступом к сети отправить верификацию через номер телефона и зарегистрировать аккаунт для входа. Номер телефона или зарегистрированный аккаунт после входа в систему является аккаунтом для управления данными в облаке, который можно использовать для входа на телефоне или компьютере для синхронизации и анализа данных. Прибор без сети может использовать только базовые функции измерения и построения графиков. Метод подключения к Wi-Fi. Нажмите на системные настройки, нажмите на Wi-Fi, чтобы найти и подключиться к ближайшей сети Wi-Fi. Прибор. После подключения устройства к сети нажмите на системные настройки, затем на вход пользователя, чтобы войти и зарегистрироваться. Можно выбрать вход по номеру телефона или по электронной почте. Рекомендуется выбрать быстрый вход по номеру телефона. Введите номер телефона и отправьте пароль для входа. Пароль, отправленный на мобильный телефон, действует длительное время до следующей отправки. Его можно использовать при следующем входе или при входе на других устройствах. Рекомендуется получить пароль один раз и сохранить для использования. Подключение и настройка прибора. В приложении iDoJaoShui предоставляются 4 способа подключения прибора. Прибор серии ZN использует подключение через USB. При использовании необходимо убедиться, что способ подключения установлен на USB. На главной странице нажмите на USB подключение, выберите USB подключение. После завершения перейдите на страницу настройки прибора. На странице настройки прибора отображаются модель прибора, идентификационный номер, параметры обработки данных и параметры измерения. В зависимости от состояния подключения к сети и входа в систему, настройки прибора имеют две разные формы. Перед настройкой необходимо убедиться, что способ подключения установлен как USB-соединение и устройство подключено нормально. Рекомендуется выполнять настройку прибора после завершения прокладки кабелей и подключения прибора. Если аккаунт не вошел в систему, параметры обработки данных и AI-анализа будут установлены по умолчанию в соответствии с моделью устройства, и параметры нельзя изменить. После входа в аккаунт пользователь может настроить параметры обработки данных и AI-анализа. Можно использовать параметры по умолчанию, установленные в IDO, или настроить параметры в соответствии с местными условиями. Количество каналов выборки. Прибор автоматически определяет количество подключенных каналов и позволяет выбрать нужное. Количество наложений. Можно установить количество наложений при измерении прибора. Начальная глубина и конечная глубина. Можно установить текущий интервал глубины измерения, выбирая по необходимости. После завершения настройки нажмите «Установить». Затем нажмите «Подтвердить», чтобы перейти на страницу создания нового измерения. Новое измерение. Установите название нового проекта. Введите название в всплывающем окне или нажмите «Выбрать проект», чтобы выбрать ранее использованный проект. Установите номер измерительной линии. Установите расстояние между измерительными линиями. Режим измерения при отсутствии подключения измерительного кабеля или датчика по умолчанию отображается как MN. Подключение. После переключения измерительного кабеля или датчика необходимо в настройках прибора нажать на количество каналов выборки, выбрать канал, затем нажать на настройку для распознавания режима измерения. При подключении измерительного кабеля режим измерения автоматически распознается как режим MN. При подключении датчика режим измерения автоматически распознается как режим TT. Если обнаружено, что режим отображения ненормальный, проверьте, хорошо ли подключены измерительные линии или датчики. Нажмите «Подтвердить», чтобы перейти на страницу измерений. Нажатие на измерение сначала проведет проверку каналов, чтобы проверить состояние подключения каналов. В всплывающем окне проверки каналов будет отображено состояние подключения всех каналов. Красный цвет означает, что канал отключен. Необходимо проверить подключение канала. Синий цвет означает, что канал подключен нормально, можно проводить измерения. Нажмите «Подтвердить», чтобы начать измерение. Вверху отображается линейный график текущих результатов измерений, внизу отображаются данные. А, Б, С, Д, Е соответственно обозначают номер точки измерения, глубину измерения, кажущееся удельное сопротивление, номер текущего канала, общее количество каналов. После завершения измерения можно нажать на автоматическое построение графика, чтобы перейти на страницу построения графика. ОРД – старая версия.
Старая версия изолиний N2D, новая версия изолиний. Обе версии изолиний позволяют нажатием кнопки выбрать построение вертикальных или плоских изолиний. AI используется для анализа и построения графиков. После входа необходимо сначала провести параметрический анализ AI и выбрать измерительную линию. Выбор истории позволяет загрузить данные предыдущих AI-анализов. LG — это график. Можно выбрать плоский график или вертикальный график. 3D — это трехмерная изолиния. Можно выбрать трехмерный график или трехмерный срез. В трехмерной срезовой диаграмме необходимо выбрать срез по глубине, линии измерения или приращению точки измерения. Просмотр файлов. Нажмите на «Просмотр файлов», чтобы выбрать файл для построения графика. Нажмите на резервное копирование, чтобы сохранить данные в облаке. Нажмите, чтобы просмотреть данные выбранного файла. Нажмите на облако, чтобы просмотреть файлы, сохраненные в облаке, и выполнить операции по их обмену, загрузке или удалению. Настройки системы. Нажмите на настройки системы, чтобы перейти на страницу настроек системы, где можно настроить учетную запись пользователя, информацию об устройстве, язык и функции хоста. В верхнем ряду из 3 функциональных клавиш можно выполнить вход в учетную запись пользователя, выйти из учетной записи, настроить личную информацию, выполнить вход на веб-версию с помощью сканирования кода. Привязка устройства. Вручную привязать текущее устройство к учетной записи или отвязать все привязанные устройства в учетной записи. Язык. Приложение Aidu Joshua предоставляет пользователям выбор из 10 языков. Можно изменить язык отображения в программе. Bluetooth, Wi-Fi, точка доступа Wi-Fi, мобильные данные. Яркость экрана можно настроить соответствующие функции устройства. ANAS. Представление приложения Aidu Joshua и обновление версии программного обеспечения. Системное сообщение. Просмотр официальных уведомлений системы Aidu. Одноканальное проводное подключение электрода. Подключение прибора к измерительной линии. Ставьте измерительные электроды M и N в землю. Подключение электродов к измерительной линии. Положение точки измерения находится в центре между двумя электродами M и N. В этой точке нажмите «Измерение». После завершения сбора данных прибором отображаются данные этой точки. Затем с определенным шагом перемещайте электроды M и N в том же направлении, перемещаясь к положению второй точки измерения. Снова нажмите «Измерение» для выполнения измерения второй точки. И так далее до завершения измерения всего профиля. Одноканальный проводной магнитный датчик подключения. Подключите датчик к прибору, положите датчик на землю и нажмите «Измерение», чтобы начать отбор проб. Точка измерения находится прямо под датчиком. Направление установки датчика не имеет значения, но на одной линии измерения направление установки датчика в каждой точке должно быть одинаковым. После того, как прибор подаст сигнал о завершении измерения в данной точке, переместите датчик в том же направлении на определенное расстояние до следующей точки измерения, затем снова нажмите «Измерение», чтобы провести измерение второго точки. Повторяйте эти действия, пока не завершите измерение всего профиля. 12-канальный способ подключения прибора. Прибор подключается к измерительному кабелю. Разложите измерительный кабель вдоль направления измерения, вставьте электроды в землю, соедините электроды с измерительным кабелем с помощью металлических зажимов, и можно начинать отбор проб. 12-канальный прибор за одно измерение может одновременно собрать данные с 10 точек измерения. Точка измерения находится в центре электродов M и N, то есть второй электрод является первым местом измерения, третий электрод — вторым местом измерения, и так далее, пока не будет завершено измерение всего профиля. Способ подключения 24-канального прибора. Соедините два 12-канальных измерительных кабеля вместе. Прибор подключается к измерительному кабелю. Разложите вдоль направления измерительной линии, вставьте электроды в землю. Соедините электроды и измерительный кабель с помощью металлических зажимов. После подготовки можно начинать отбор проб. 24-канальный прибор за одно измерение может одновременно собрать данные с 22 точек.
Точка измерения находится в центре электрода МН, то есть второй электрод является первым местом измерения, третий электрод – вторым местом измерения и так далее, чтобы завершить измерение всего профиля. Подключение 36-канального прибора. Соедините 3 12-канальных измерительных кабеля вместе. Подключение прибора к измерительным линиям. Разложите вдоль линии измерения, вставьте электроды в землю. Электроды соединяются с измерительными кабелями с помощью металлических зажимов. Когда все готово, можно начинать отбор проб. 36-канальный прибор за одно измерение может одновременно собрать данные с 34 точек. Точка измерения – это центральная точка электродов МН, то есть второй электрод является первым измерительным положением, третий электрод – вторым измерительным положением. Таким образом, завершите измерение всего профиля. Способ подключения 48-канального прибора. Соедините 4 12-канальных измерительных кабеля вместе. Подключение измерительных линий к прибору. Разложите вдоль линии измерения, ставьте электроды в землю. Соедините электроды и измерительные кабели с помощью металлических зажимов. Когда все готово, можно начинать отбор проб. 48-канальный прибор за одно измерение может одновременно собрать данные с 46 точек. Точка измерения – это центральная точка электродов МН, то есть второй электрод является первым местом измерения, третий электрод – вторым местом измерения. Таким образом, завершите измерение всего профиля. Способ подключения 60-канального прибора. Соедините 5 12-канальных измерительных кабелей вместе. Подключение измерительных кабелей к прибору. Разложите вдоль линии измерения, ставьте электроды в землю. Соедините электроды и измерительный кабель с помощью металлических зажимов. Когда все готово, можно начинать отбор проб. 60-канальный прибор за одно измерение может одновременно собрать данные с 58 точек. Точка измерения – это центральная точка электродов МН, то есть второй электрод является первым местом измерения, третий электрод – вторым местом измерения. Таким образом, завершите измерение всего профиля. Способ подключения проводного электромагнитного датчика. Подключение датчика к прибору. Разложите вдоль линии измерения. Датчик размещается на соответствующей точке измерения. После подготовки можно начинать отбор проб. Прибор с использованием высокоплотных соединенных электромагнитных датчиков может одновременно собирать данные с нескольких точек измерения. Один датчик соответствует одной точке измерения, расположенной прямо под датчиком. Таким образом, завершается измерение всего профиля. Метод параллельного расположения линейного профиля. Линейный профиль – это наиболее часто используемый метод расположения, и он формируется несколькими параллельными линейными профилями. Такой метод позволяет быстро определить направление исследуемого объекта. Сначала предположите и определите направление исследуемого объекта, затем расположите измерительную линию перпендикулярно направлению объекта. Прямолинейный профиль может быть представлен одной или несколькими линиями. Обычно размещение 2-3 линий позволяет быстро определить направление аномального объекта. В соответствии с длиной исследуемого объекта размещаются несколько прямых профилей. Расстояние между каждой прямой называется шагом линии. Шаг линии обычно меньше или равен длине исследуемого объекта. Метод перекрестного или диагонального пересечения прямых профилей. После измерения одной прямой линии профиля, если обнаружены аномальные тела или ограниченное пространство, что затрудняет размещение нескольких прямых линий профиля, можно использовать крест-накрест или диагональное пересечение для размещения второй прямой линии профиля. Сочетание аномальных областей двух прямых линий профиля может повторно подтвердить наличие исследуемого объекта, а также помочь определить его приблизительное направление. Метод круговой раскладки профиля. В некоторых областях исследуемая площадка действительно довольно узкая или поблизости есть такие точечные помехи, как трансформаторы, сигнальные вышки и так далее. В таких случаях можно использовать круговую или полукруговую раскладку профиля с центром на площадке или помехи для измерений, что также позволяет быстро отслеживать исследуемый объект. Ваше направление и местоположение. Меры предосторожности при использовании прибора. Первое. Регулярно проверяйте уровень заряда батареи устройства. Регулярно заряжайте. Во время работы поддерживайте достаточный заряд. После завершения работы своевременно выключайте питание. Второе. Используйте оригинальное зарядное устройство для зарядки. Неоригинальное зарядное устройство может привести к повреждению прибора. 3. Во время транспортировки или использования оборудования должен быть назначен ответственный за его хранение, чтобы избежать сильных вибраций, ударов и попадания воды или влаги. 4. В процессе измерения старайтесь держать основной блок и измерительный кабель или зонд на максимальном расстоянии. 5. После каждого завершения работы держите оборудование и электроды МН в чистоте, размещайте в проветриваемом и сухом месте.
6. Если МН-электрод или электромагнитный датчик не подключены или отключены, будет указано, что измерение не удалось. Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключены линии. 7. Если во время измерения устройства данные каждого измерительного пункта слишком малы и значения в основном одинаковы, возможно, это неисправность прибора. Пожалуйста, свяжитесь с послепродажной службой для подтверждения.